1995 года в условиях ужесточения экономической блокады Абхазии и необъявленной террористической войны в Галском районе стороны продолжили грузино-абхазские переговоры под эгидой ООН и при посредничестве Российской Федерации. Они проходили в Женеве, в Москве, в Тбилиси, в Сухуми. Однако подготовленный летом 1997 года политический документ по урегулированию грузино-абхазских взаимоотношений при участии министра иностранных дел России Евгения Примакова не был подписан. Политическим событием этого периода стала поездка Владислава Ардзинба в Тбилиси и подписанное заявление о неприменении силы. В мае 1998 года стороны оказались на грани новой войны. Организацией Объединенных Наций была инициирована идея о проведении встреч по укреплению мер доверия в Афинах, в Стамбуле и в Ялте. Подробнее об этом во второй части фильма. В резолюции 993 Совета безопасности ООН от 12 мая 1995 года отмечается, что усилия Генсека, направленные на достижение всеобъемлющего политического урегулирования конфликта, полностью поддерживаются. При этом в повестку включен и вопрос о политическом статусе Абхазии при, далее цитата, «полном уважении суверенитета и территориальной целостности Республики Грузия». Конец цитаты. Также отмечена работа, предпринимаемая Российской Федерацией в качестве содействующей стороны для поиска мирного урегулирования конфликта. Совет Безопасности настоятельно призывает стороны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могли бы осложнить или подорвать политический процесс. Совет обратился с призывом к абхазской стороне существенно ускорить процесс добровольного возвращения беженцев и перемещенных лиц, гарантировать безопасность неорганизованных репатриантов, уже находящихся в этом районе, и решить вопрос об их статусе в соответствии с четырехсторонним соглашением. Политико-дипломатическая активность России и ООН продолжалась. Абхазские политики, непосредственные участники переговорного процесса, вспоминают, в какой атмосфере проходили встречи и какое впечатление произвели на них зарубежные дипломаты. В январе 1995 года это в Гааге была встреча в Голландии. Вот там и Шаймиев принимал участие. Там, кстати, были из Института этнологии и этнографии России, директор института Тишков. Паин был такой чуть ли не советником по этим вопросам межнациональным при Ельцине. Они, по сути дела, выступали против Абхазии, за целостность Грузии. Грузинская сторона тоже была. И в частности ее представлял Ираклий Мачаваряни такой. А он был помощником Шеварднадзе. И вот я увидел, там перед этой встречей смотрю, лежит вот какой-то текст. Конфликт в Абхазии, справка. И здесь говорится о Сталине и о Берии. Вот. И говорится, что абхазы, да и сам грузинский народ, они подверглись жесточайшим репрессиям. С таким же успехом можно было бы требовать ответа у абхазского народа за преступление того же Берия, который был родом из Абхазии и имел изрядную примесь абхазской крови. Понимаете? Бруннер, он швейцарский гражданин, дипломат, с большим опытом, человек подготовленный, эрудированный, весьма старающийся быть объективным. Значит, о нем, конечно, у нас воспоминания самые добрые. Он давал возможность, изложить свою точку зрения, по крайней мере, выслушивал, фиксировалось все. Он выполнял свои обязанности, я думаю, достойно. Борис Николаевич Пастухов, хотя он отстаивал точку зрения, которая совершенно не входила в наши интересы, но он, тоже человек с большим опытом, знающий Абхазию, знающий Грузию,
знающий истинное положение дел. И он был между двух огней, между своим желанием делать справедливо и между, значит, теми обязанностями, которые на него накладывала его должность. Дело в том, что международное сообщество только изучало, знакомилось с Абхазией. И Грузию не знали, и Абхазию не знали. Знали СССР до этого. Культурный шок, да? Кто это такие? Но запомнились Эдуард Брунер, который блестяще провел раунды переговоров, блестяще. Запомнились Борис Николаевич Пастухов, выдающийся дипломат. И запомнились наши выдающиеся государственные деятели. И Сократ Рачевич, и Андрей Михайлович Жиргения, потому что они провели весь свой опыт, весь свой дипломатический дар, прозорливость и умение работать с документами. Это не так просто. Может быть, хорошим политиком, но не разбираться в запятых не разбираться. Это очень важно. И поэтому я считаю, что это был непревзойденный уровень вообще экспертизы и опытности. Абхазия тогда находилась в хороших руках. На самом деле это были очень надежные, очень качественные, очень опытные люди. Владислав Арден был очень доволен, на самом деле, нашей делегацией, нашим составом, с этими двумя выдающимися политиками. Я думаю, что успех был неизбежен. Ну, наверное, все-таки мы были слабее грузин, у нас меньше было возможностей, поэтому мы были вынуждены больше думать. А они вот всерьез нас не воспринимали. И Владислав, там, и мы, которые принимали участие в этом деле, мы на этом очень много выигрывали. Потому что мы ответственно знали, для нас это был вопрос жизни и смерти. Вот, для них не было этого. Значительным успехом абхазских дипломатов, конечно, не были рады в Тбилиси. Именно с их подачи в декабре 1994-го в отношении Абхазии был введен режим санкций решением правительства России, а в январе 1996-го к ним добавились санкции Совета глав государств СНГ. Этим Советом было принято решение о мерах по политическому урегулированию конфликта в Абхазии и Грузии. Страны, поддержавшие решение – Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан, Украина – взяли на себя обязательство не осуществлять торгово-экономические, финансовые, транспортные и иные операции с властями Абхазии. Они также обязались не вступать в официальные контакты с представителями Абхазии. Государства СНГ, руководствуясь стремлением добиться полномасштабного урегулирования конфликта в Абхазии, обратились к Совету Безопасности ООН с призывом поддержать принятые меры воздействия на власти абхазской стороны и рекомендовать всем государствам присоединиться к этим мерам. Вот этот документ мне как раз показал Пастухов, но я посмотрел, плакаты настоящие. И я говорю, ну что вы, решили нас погубить? Ну, а Пастухов, я думаю, он тоже хорошо пишет. Его рук это дело было. Вот он говорит, я ничего не могу сделать, вот, давай пойдем к Евгению Максимовичу. И пошли мы к Евгению Максимовичу. 50% вот из этого документа убрать. Вот там было настоящее, там не 60-летние, ни взрослые, ни молодые, никакие не выпускались. Вообще запрещалось перемещение грузов в Абхазию. Без согласия Грузии. Без согласия Грузии. Там тоже вот такой момент еще был, уже когда вот этот документ действовал, да, вот на одной из встреч Ельцин и Шеварднадзе, да, согласовали, что грузы будут поступать в Абхазию через Поти. Подобные решения, односторонние, не учитывающие существующих реалий, они, конечно, не способствуют достижению всеобъемлющего политического урегулирования Абхазии. Более того, здесь есть такие статьи в этом документе, которые по существу, вот скажем такая статья, что эти члены Содружества не будут вступать в официальные контакты с представителями, должностными лицами структур, существующих на территории Абхазии. Значит, если они не будут вступать, интересно было бы знать, каким образом они пытаются выступать в роли посредника для того, чтобы регулировать эти взаимоотношения. То есть вещи, которые сами себе противоречат. Позже в интервью этнологу Поле Гарб Владислав Ардзенба так прокомментировал режим экономических санкций.
Люди определенного возраста, скажем, более 16 лет, мужчины, женщины, мужчины в особенности, не могут нормально пересекать границу. Ни один товар не может быть завезен или вывезен без разрешения властей России. Причем власти России каждый раз должны спрашивать власти Грузии, можно ли это сделать. Ну, например, вот, скажем, завозим мы в Абхазию газ и завозим, скажем, бензин. Примерно полгода длится процедура решения вопроса о разрешении на ввоз 2000 или 3000 тонн пшеницы, скажем, газа или бензина в Абхазии. Это же вот все, что сковывает по рукам и ногам экономическую деятельность и, естественно, отражается на людях, потому что мы все же в значительной части сельскохозяйственный регион. Поэтому люди могут выжить за счет продажи продукции своего труда. Это блокада – незаконное решение. Во-первых, никакие нормы международного права не позволяют отдельно взятому государству без решения Совета Безопасности по отношению к другому вводить такие нормы. В созданных для Абхазии удушающих условиях Грузия, конечно, рассчитывала добиться выгодных для себя результатов, то есть возвращения Абхазии в состав Грузии. Грузинское руководство, оно, видимо, рассчитывало, что еще можно дожать. У Ардзинба были очень четкие красные линии, через которые он не переступил. Можно было обсуждать равносубъектные отношения, конфедерацию, там был такой термин избран, нейтральный более, общее государство, да. Но во всех этих моделях предусматривалось равносубъектное отношение Абхазии и Грузии в рамках какого-то союзного государства. Кстати, так ионовцы понимали заявление 4 апреля 1994 года. По его итогам был принят доклад генерального секретаря от 3 мая 1994 года. Там было приложение относительно аспектов политического регулирования. Там говорилось, что предполагается, что исходя из этого заявления, предполагается создание союзного государства, название которого еще предстоит определить. Несмотря на ужесточение блокады со стороны государств СНГ, Абхазия искала пути для выхода из создавшегося политического и экономического кризиса. Для этого президент Абхазии Владислав Ардзинба в феврале 1996 года встретился с новым министром иностранных дел России Евгением Примаковым. Свою политическую инициативу по урегулированию грузино-абхазского конфликта Владислав Ардзинба разъяснил абхазскому обществу. Мы готовимся к тому, чтобы найти какие-то формы взаимопонимания, учитывая то давление, которое оказывает на нас Россия. Поэтому, коль скоро Грузия хочет иметь нормальные, добрососедские, добрые отношения с Абхазией, она, естественно, должна стремиться к тому, чтобы учитывать и наши интересы. Грузинская делегация, как правило, обычно ставит предложения, которые устраивают только их. На такой почве невозможно найти и достичь согласия. Мы же, я считаю, если подходить к нам объективно, ведем себя более разумно. Внесли одну инициативу, внесли вторую. Сейчас внесли новую инициативу. Но это, понимаете, мы приближаемся тем самым к тому минимуму, от которого абхазская сторона отойти не сможет. И тогда возникнет иная ситуация, если грузинская сторона будет стремиться, только в своих интересах решить эту проблему. Я лично думаю, что они должны очень взвешенно подойти к нашим предложениям, потому что то, что они понимают под федеративным государством, на это мы, естественно, не пойдем. Я заявляю это твердо и определенно. Президент Абхазии Владислав Ардзинба предложил найти приемлемую форму участия представителей Абхазии в подготовке материалов и обсуждении вопроса об Абхазии на Совете Безопасности ООН. Об этом Ардзинба написал в письме на имя генсека ООН Бутраса Гали в марте 1996 года. По его словам, в течение последних 1,5 лет грузинскими бандформированиями совершено более 60 терактов. Однако ни в одной резолюции Совета Безопасности ООН не нашли отражения эти факты, и грузинская сторона не была осуждена, отмечается в частности в письме. Если можно рассмотреть, например, недавнее решение Совета Безопасности ООН, посмотреть выступления тех, кто членов Совета Безопасности, как постоянных членов, так и временных членов. Дело в том, что доклад, например, генерального секретаря ООН,
он носит достаточно взвешенный характер. Достаточно взвешенный. Но резолюция, которая принята, она прямо противоположна вот содержанию этого доклада. И резолюция Совета Безопасности подготовлена так называемой организацией «Друзья Грузии» при содействии представителей Российской Федерации. Можно легко предположить, что то, что подготовила бы организация, состоящая из друзей Абхазии, оно бы очень сильно отличалось от того, что сделали друзья Грузии. Вообще, самое главное, все же объективный подход к этому вопросу. И резолюция принималась на основе информации, которую делала только грузинская сторона. О террористических акциях в Галском районе Владислав Ардзинба предупреждал в соответствующем письме главу Грузии Эдуарда Шеварднадзе. Теракты проводятся в регионе, в который вернулось более 60 тысяч беженцев, отмечалось в официальном обращении Ардзинба к Шеварднадзе от 17 марта 1997 года. Спецслужбы Грузии намерены дестабилизировать ситуацию в Галском районе. Для этого в район введены диверсионно-террористические группы, оснащенные новейшими средствами минирования. В результате могут быть ликвидированы все соглашения, достигнутые в ходе переговорного процесса, проходящего под эгидой ООН и при посредничестве России, подчеркивалось в обращении Ардзинба. Расследованием этих фактов занимались на 4-сторонних встречах в Галском районе с участием грузинской и абхазской сторон, командования миротворческих сил СНГ и руководства миссии военных наблюдателей ООН. Нарушение соглашения 4-стороннего о недопущении пребывания в зоне безопасности ограниченных вооружений, значит, такой техники, как боевые машины пехоты и другие виды бронетранспортеров. Значит, сейчас грузинская сторона уже вот 3-й день как нарушает это соглашение. There is a risk, and the situation is very complicated. Basically, the reason why these tensions have been growing is the stalemate in the political arena. Even if some decisions have been made considering an improved security and safety for returnees to the Gali region, nothing has happened in practice. At the same time, keeping in mind what happened on the 15th and 22nd of February, when CIS-PKF vehicles were deliberately targeted, it even complicates the situation more. So the very fact that this activity goes on and goes on for more than 1 year now is not very promising. В резолюции от 31 июля 1997 года Совет Безопасности ООН осудил установку мин в Галском районе, призвал стороны обеспечить полное выполнение Московского соглашения о прекращении огня и разъединении сторон от 14 мая 1994 года. Совет также потребовал от абхазской стороны существенно ускорить процесс добровольного возвращения беженцев и перемещенных лиц. В таких условиях, с одной стороны, продолжавшейся экономической блокады Абхазии, с другой – необъявленной террористической войны, идущей на протяжении нескольких лет, республика подошла к 1997 году. По воспоминаниям Сергея Шамба, назначенного в том году министром иностранных дел Абхазии, это было время активного посещения республики послами различных стран. Такие интенсивные встречи у нас были. Просто одна за другой. Делегации приезжали, мы ездили. Тогда в группу друзей генерального секретаря входили такие великие дипломатические школы, с которыми мы в контакте, с которыми мы большой опыт приобретали. Это российская, французская, американская, британская, германская. Формировалась абхазская дипломатия тоже и приобрела немаленький авторитет в переговорном процессе. В течение 1997 года состоялись грузино-абхазские встречи в Москве, Тбилиси и Женеве. В начале были переговоры в МИД России, отмечает Сергей Шамба. И сам Примаков тогда принимал участие, мы в Москве встречались, грузинская, абхазская делегация, составляли какой-то приемлемый компромиссный документ. То абхазская сторона отказывалась, то грузинская сторона отказывалась. Этот период какое-то время длился, и закончилось это тем, что как-то мы, сидя ночью, уже в 2 часа ночи,
И Владислав Арзенба тогда приехал в Москву, принимал участие. У нас споры были даже из-за одной буквы. Вот, например, мы очень долго спорили, много встреч было вокруг одной буквы «И». Потому что был там пункт, что на территории Абхазии имеет хождение российский рубль. Грузины наставили, чтобы мы написали «И грузинский рубль», например, понимаете? То есть под этим «И» подойдет, что потом может быть и грузинский лари. Тогда вот в 2 часа ночи мы закончили, я помню, работу на документах. Владислав Арзенба присутствовал, Примаков, сигареты все выкурили, и я пошел стрелять в сигареты. Вышел за дверь, а в 2 часа ночи стоят сотрудники МИДа за дверью. Я у них собираю сигареты, они суют, и что там результат? Когда я им сказал, что вроде бы все согласали, очень были сильно удивлены, конечно. Я пришел к этому времени, Примаков достал коньяк приднестровский, белый аист, мы распили, и он поручил грузинской стороне поехать в Тбилиси и приехать, уже вернуться в Москву с Шеварднадзе. Это все происходило в Министерстве иностранных дел, мы сидели и работали там, по-моему, несколько дней. И вот в 2 или 3 часа ночи вот завершили работу и даже уже сказали все. Да, переслали текст в Грузию, в Тбилиси, Шеварднадзе дал добро на этот документ, ну и вроде уже готовый документ к подписанию. Потом на 2-й день начали какие-то изменения вносить, на 3-й день какие-то изменения вносить. Но грузины вернулись в итоге. Оказалось, что они там начали согласовывать этот текст с парламентом, там, с политическими партиями и так далее. И там опять вылезли все те вопросы, которые мы прошли уже в течение многих месяцев в этой тяжелой, изнурительной дипломатической борьбе. Ну и все это пошло на смарку. Текст проработан, проект лежит на столе, он проработан не только нами, а с участием российской стороны. Они хорошо знают содержание этого протокола. И вопрос о том идет о том, готова ли грузинская сторона его подписать или нет. Потому что обсуждать вопрос о том, чтобы мы признали недействующей, так сказать, объявить недействующей Конституцию Абхазии, мы с грузинской стороной и ни с кем другим обсуждать вообще не собираемся. Естественно, мы не намерены торговать нашими национальными интересами. Мы исходим из того, что эти национальные интересы должны быть учтены при создании любого документа. Но с другой стороны, здесь компромисс – это то, что когда люди пытаются идти навстречу друг другу. И наше терпение, оно тоже не беспредельным является, и мы не намерены все время пятиться назад. Мы сделали максимум, и даже более того, что можно было сделать ради достижения мира и согласия. Искажением действительности назвал Владислав Арзенба предложения Эдуарда Шеварднадзе, озвученные главой грузинского государства на парламенте Грузии 27 мая 1997 года. 4 года ведутся переговоры, и за это время Шеварднадзе ни разу не предложил ничего нового, кроме попыток разрушения подписанных международно-правовых документов, отметил Арзенба. Первое. О так называемом едином грузинском государстве с широчайшей автономией Абхазии, которую предполагают современные международные стандарты. Это то, что есть в речи и часто встречается в интервью господина Шеварднадзе. В какой бы степени ни представлялась автономия, широкая или широчайшая, как на этот раз, то есть в сравнительной или превосходной степени, суть не меняется. А вот суть ее, если судить по примерам, которые даны в ряде других выступлений Шеварднадзе, это троянский конь. Один из примеров такой широчайшей автономии представлен в его интервью «Новому времени», опубликованном в 1996 году, где Шеварднадзе ссылается на Испанию. То есть, в качестве примера он приводит унитарное государство, монархию, хотя Грузия, насколько можно судить по ее конституции, вроде бы не монархия. Кроме того, известно, что автономия Испании, Каталония, страна басков – это не государство, а местное самоуправление.
Таким образом, получается, что на поверку широчайшая и широкая – это то, что не решались сделать с абхазской государственностью даже в годы репрессивного сталинского режима. Между тем, за время переговоров мы никогда не обсуждали и не собираемся обсуждать проблему автономии Абхазии в составе грузинского государства. Мы обсуждаем проблемы возможного, подчеркиваю, возможного воссоздания государственно-правовых отношений между абхазским и грузинским государствами. Переговорный процесс продолжался. Вопросы, связанные с подписанием документов, соглашения о мире, протокола о возвращении беженцев в Галский район и вопросы возможной встречи президентов Грузии и Абхазии обсудили на встрече в Сухуми президент Абхазии Владислав Ардзинба и госминистр Грузии Важа Лорд-Кипанидзе. Работа идет интенсивная, можно сказать, беспрерывная, и мы стараемся к тому, чтобы все-таки найти взаимоприемлемые решения. О чем мы вообще разговариваем, это проблемы, связанные с гарантиями мира, проблемы, связанные, для нас они самые острые, это незамедлительное и безусловное скорейшее возвращение беженцев. Вот. И, конечно, проблемы, связанные с социально-экономическими вопросами. А потом в августе 1997 года мы летали в Тбилиси, вот, и там так искорежен был этот документ, что уже его подписывать нельзя. От того документа, который мы согласовали в Москве, фактически ничего не осталось. То есть принципиальные вопросы были изменены и пришли к выводу, что этот документ подписывать мы не сможем. В целях создания соответствующего фона вокруг намеченной в Тбилиси встречи глав Абхазии и Грузии в августе 1997 года впервые Владислав Ардзинба дал интервью грузинскому телевидению. Полуторачасовое интервью состоялось благодаря двусторонним договоренностям. А 13 августа 1997 года, накануне визита Владислава Ардзинба в Тбилиси, это интервью в полном объеме было показано по Первому каналу грузинского телевидения. В данной ситуации мы ищем возможный компромисс между грузинской и абхазской сторонами, между грузинским и абхазскими государствами. Об этом идет речь. Но если мы ищем такой компромисс, значит, надо как минимум хотя бы считаться с тем, что и у нас тоже есть свои интересы. Вот. И поэтому с этим надо считаться. А вы же каждый раз нам ставят, что кто-то нам готов предоставить. И если обе стороны о чем-то договорятся, именно на основе компромисса, это будет приемлемо и для международных всех организаций, то есть в том числе и для России, о которой вы говорите. То, о чем они договорятся. Но для того, чтобы договориться, еще раз подчеркиваю, надо учитывать, что это компромисс. И надо каждой стороне пройти свой путь на пути к этому сближению. Иначе это просто не компромисс, а это ультиматум. Но, насколько вы понимаете, Абхазия не находится в состоянии покоренной страны, кому-то подвластной для того, чтобы, так сказать, ставить таким образом вопрос. Мы за это, чтобы нам кто-то не навязывал свою волю, год воевали. И мы, естественно, вот в таких условиях, каких-то ультиматумов мы, естественно, не принимаем, но мы хотим найти взаимоприемлемое решение. Мы отрабатывали, я имею в виду Россия, отрабатывала какую-то формулу, по которой можно было бы тогда прощупать, нащупать, если хотите, какое-то согласованное решение. Евгений Примаков продолжал вынашивать идею некоего грузино-абхазского соглашения, и именно от него исходила инициатива поездки Владислава Ардзинба в Тбилиси, которая состоялась 14 августа 1997-го. Считаю, что это событие большое, именно такой тяжелый для наших народов день, приезд Владислава Григорьевича в Тбилиси. И наш откровенный, совершенно откровенный, честный и хороший разговор. Ну, я могу добавить, что хотя наш приезд произошел в чрезвычайно важный и ответственный день, тяжелый день нашей истории, но тем не менее мы прибыли сюда для того, чтобы
положить конец этой конфронтации и найти пути к взаимопониманию. И с этой точки зрения те беседы и те переговоры, которые состоялись, вселяют здесь определенный оптимизм. Ни Владислав Григорьевич, никто из нашей делегации, в общем-то, и не знал, что там будет. Вот. Ну, было сказано, давайте, потому что, если вы помните, все время муссировался слух о возможной встрече Владислава Григорьевича и Шеварднадзе. Вот и все время на пресс-конференциях, на встрече с журналистами первый вопрос был: когда произойдет встреча Шеварднадзе и Владислава Григорьевича? Я всегда отвечал, что это не самоцель. Вот. Если будут готовы или документы, или созданы соответствующие условия, которые дадут возможность для решения каких-то принципиальных вопросов, конечно, Владислав Григорьевич и Шеварднадзе, я думаю, пошли бы на эту встречу. Вот эта поездка в Тбилиси, она так и была преподнесена как пробный шар встречи Владислава Григорьевича и Шеварднадзе, и что из этого получится. Вот. Ну, никто не ждал, что что-то из этого может произойти, но нам тоже надо было показать то, что ты сказал, что мы стремимся к решению этих вопросов, потому что фактически мы находились, и сейчас, можно сказать, формально находимся в состоянии войны с Грузией. Но рано или поздно война должна закончиться. Должны как-то определить отношения. И очень много раз мы слышали, когда упрекали, что с абхазами разговаривать невозможно, они ничего не хотят, они никого не слушают. Ну, если бы у нас были там и военные, экономические возможности ни с кем не считаться, ну, наверное, мы как-то по-другому все это делали. Но мы вынуждены были считаться, и потом эта провокация с открытием границы. Одним из вопросов на переговорах в Тбилиси, который мог повлиять на политическое урегулирование конфликта, был вопрос прокладки нефтепровода через Абхазию. Он особо не афишировался участниками Тбилисской встречи, однако накануне в «Коммерсанте» появился материал о возможных маршрутах Каспийской нефти на Запад. В нем отмечалось, что еще в июле 1997 года Эдуард Шеварднадзе обсуждал с Биллом Клинтоном в Вашингтоне этот проект века. Владислав Ардзинба по возвращению в Сухум заявил, что данный проект интересен и для абхазской стороны. В Тбилиси мы встречались с теми представителями, которые занимаются нефтяными делами сейчас в Грузии, и обсуждали некоторые интересные предложения по этому вопросу. Они интересны и для соответствующих организаций, которые занимаются этими делами, но они интересны и для абхазской стороны. Я думаю, что в самое ближайшее время мы у себя руководством Абхазии тоже обсудим эти вопросы. И думаю, что в самое ближайшее время состоится дальнейшее обсуждение этих проблем. Это, кстати, не какая-то там альтернатива каким-то нефтепроводам, а это наоборот то, что служит как раз объединению всех различных вариантов, объединению их в единое целое, где территория Абхазии сможет сыграть весьма важную роль во всем этом деле. То есть практически все должны быть в этом заинтересованы. Если сравнить с тем, что происходило вокруг, мы можем понять, чем объяснялась эта активность. Потому что Евгений Максимович ставил себе задачу примирения интересов России и Запада в связи с началом реализации проекта разработки каспийских месторождений. Мы помним, что накануне Чеченской войны предполагалось, что основной нефтепровод пройдет в Новороссийск из Баку, но и в результате военных действий в Чечне он прошел по линии Баку-Тбилиси-Джейхан. У Примакова была идея построить через Абхазию такой реверсный нефтепровод и примирить эти два проекта. То есть примирить стратегические интересы участников этого проекта. Абхазская сторона использовала этот весь контекст. Тогда мы проходили на каком-то этапе довольно успешно, шли переговоры по протоколу о грузино-абхазскому регулированию. В 1997 году мы были близки к подписанию этого документа. И самую главную задачу, которую пыталась решить абхазская сторона,
это прекращение режима санкций. Примаков хотел, нам говорил, что это конфедеративная модель. На самом деле она была в большей степени федеративная. Шеварднадзе и Арземба сидели в отдельной комнате вдвоем, а я и Примаков на веранде сидели. Это часа полтора-два, наверное, эти переговоры шли. И я здесь ни к чему не соглашался, и оказалось, что Владислав Ильич тоже ни к чему не привели эти переговоры. Чтобы не расходиться ни на чем, тогда меморандум подписали. Кстати говоря, мы часто говорим, что нет документа о невозобновлении войны, а на самом деле тогда был подписан документ на самом высоком уровне. Шеварднадзе и Арземба подписали о невозобновлении войны и угроза даже применения сил. Главным результатом этого события стало преодоление сложнейшего психологического барьера, труднейшего психологического барьера. Чрезвычайно важно то, что 14 августа, в день, когда началась война, мы смогли встретиться, обсудить проблемы и подписать заявление, в котором мы твердо берем на себя обязательство решить все проблемы взаимоотношений между Абхазией и Грузией с помощью мирных за столом переговоров. Россия заинтересована непосредственно в том, чтобы была бы стабильность, чтобы было бы найдено урегулирование, формула урегулирования. Буквально через неделю после встречи в Тбилиси, а именно 20 августа 1997 года, делегация правительства Грузии посетила Сухум и встретилась с абхазскими лидерами. Обсудили вопросы сотрудничества в таких областях, как энергетика и связь. Было принято решение о создании координационной комиссии для рассмотрения практических вопросов. Об этом, в частности, говорится в обзорном докладе Генсека ООН о положении в Абхазии от 28 октября 1997 года. Осенью 1997 года в Женеве стороны обсудили вопрос возможного участия группы друзей Грузии в переговорах, которая была создана еще в 1993-м генеральным секретарем ООН Бутросом Гали. В дальнейшем, по настоянию абхазской стороны, группа изменила свое название на «Друзья Генсека ООН». Было принято решение об участии группы во встречах и заседаниях. При этом подчеркивалось, что друзья Грузии не относятся к сторонам в переговорах и не подписывают документы. Мы тогда Friends of Georgia, они назывались, друзья Грузии, а мы шутили, что все в тумане, потому что фог туман по-английски. Вот. И мы говорили, что абсолютно туманная какая-то организация. Как-то меня позвали, смотрю, в фойе сидят там французский посол, британский посол, американские представители с Госдепа. Ну и очень-очень напористо, в общем, говорили, и там были угрозы, что вы можете пожалеть об этом, что пока не поздно, надо соглашаться на то, чтобы быть и решить этот вопрос в Грузии, иначе никакой помощи, ничего не будет, в общем. Ну, открыто, в общем, давление было очень сильное. В одном из интервью абхазским СМИ Владислав Арземба выразил свое отношение к попыткам друзей Грузии участвовать в грузино-абхазских встречах под эгидой ООН. Перед нами был поставлен вопрос о том, что друзья Грузии желали бы участвовать в этих переговорах в качестве посредников наряду с Россией. Нами тогда было заявлено, что когда эта организация превратится в организацию под названием «Друзья Грузии и Абхазии», то тогда руководство Абхазии рассмотрит вопрос о возможном участии этой организации. Дело в том, что, как, собственно, пишет в одном из своих писем лорд Эвбери, которого знает в Абхазии, конечно, дело не в названии организации, но название – это определенные позиции. То есть это
определенная односторонняя позиция, которую занимает вот группа этих стран, и которая практически всегда нами ощущается в тех резолюциях Совета Безопасности, которые принимаются. Ну, естественно, что мы никогда не согласимся с участием в качестве посредников стран, которые занимают одностороннюю позицию. Я думаю, что это не друзья столько Грузии, сколько друзья господина Шеварднадзе. Но это их право выбирать себе друзей, но мы тоже вправе. Я, кстати, хочу обратиться к нашей общественности с тем, чтобы мы поставили вопрос и обратились к нашим братьям на Северном Кавказе с просьбой, и не только на Северном Кавказе, и шире, во многих странах СНГ, с просьбой о создании организации под названием «Друзья Абхазии». Если на одной стороне есть организация, в которой представлены определенные страны, то на нашей стороне могут представители быть целых народов, которые выступят в качестве друзей Абхазии. И если есть необходимость, чтобы друзья участвовали, тогда мы тоже повезем на переговоры своих друзей. И пусть наши друзья поговорят как следует с их друзьями. И тогда, может быть, это будет уже более справедливым. Положительным и конструктивным подходом сторон в конфликте Советом Безопасности ООН была признана Женевская встреча в ноябре 1997 года. На ней учредили Координационный совет грузинской и абхазской сторон. В Женеве было создано 3 группы. Одна группа, которая должна была заниматься вопросами безопасности и сохранения невозобновления боевых действий. Вторая группа – это по возвращению беженцев. И третья группа – по экономическим и социальным вопросам. Но в основном были сосредоточены мы вот на этой первой группе. Что касается беженцев, там тоже как-то процесс шел. Ни шатка, ни валка. Но честно вам скажу, мы ничего особенного не ожидали от женевских встреч. Наша задача была тянуть время. Потому что мы понимали, что время в данном случае играет на нас, потому что острота проблемы проходит, нужно было за это время укрепить свои позиции в плане безопасности и в плане экономическом. И мы, в принципе, поставленных задач и достигли. Хотя были периоды, когда мы приближались к подписанию каких-то документов. Оценивая политические итоги 1997 года, насыщенного встречами и переговорами по грузино-абхазскому урегулированию, Владислав Ардзинба в одном из интервью отметил. Оценка всей ситуации, вот те беседы, которые мы постоянно имели там в Женеве, имеем здесь, встречи, они все больше и больше убеждают меня в том, что, в общем-то, среди тех стран, которые имеют решающее слово в мире, есть совершенно определенные настроения в пользу мирного урегулирования взаимоотношений между Абхазией и Грузией, в пользу того, чтобы в нашем регионе все решать миром. Я думаю, это чрезвычайно важно. Совершенно очевидно, что есть силы, которые против вообще любого соглашения между Абхазией и Грузией. Это вот те так называемые автономные, так сказать, правительства, которые несет непосредственную ответственность за все, что происходило в Абхазии. Вот. И, собственно, может быть, как раз не будь именно такого рода лидеров, совершенно по-другому могли развиваться события в Абхазии даже после ввода войск в Абхазии. И тем более и сегодня. Тем более и сегодня достаточно можно сослаться на последний съезд так называемых беженцев. Вот. Это, собственно, не беженцы виноваты в том, что принимается такая резолюция, в котором и есть заявление о выводе соответствующих войск, и есть заявление о том, что надо проблему решать путем сил. Грузинская и абхазская стороны в целях выработки предложений по противодействию терактам в Галском районе в январе 1998 года в Тбилиси провели внеплановую сессию Координационного совета. Однако ни эта сессия, ни подписанный в августе 1997 в Тбилиси документ о неприменении силы между Ардзинба и Шеварднадзе не помогли разрешить ситуацию с терактами.
Активизировавшаяся деятельность грузинских партизанских бандформирований с участием официальных военных структур Грузии переросла в майскую операцию 1998 года по отторжению Галского района под грузинскую юрисдикцию. Партизанские бандформирования встретили военное сопротивление абхазских сил. Создавшаяся ситуация могла стать толчком к развязыванию новой войны. Это самая опасная провокация за все послевоенное время, отметил Владислав Ардзинба на своей пресс-конференции. 22 мая планировался захват района и затем введение туда «законных органов власти» в кавычках. А перехват переговоров абхазской стороной свидетельствует, что руководство боевыми действиями шло из Грузии, подчеркнул Ардзинба. Ухудшение военно-политической ситуации вызвало массовый исход недавно вернувшихся жителей Галского района в Грузию. Но мы стояли на грани того, что произойдет широкомасштабный конфликт. Вот. И 24-го, когда абхазская сторона стала вытеснять эти формирования, стала чаша весов склоняться в абхазскую сторону, в Сухум прилетел лорд Кипанидзе. Но ситуация такая была неоднозначная, потому что танковую бригаду грузины подтягивать стали. Там определенную роль, важную, вернее не определенную, важную роль сыграла группа друзей генерального секретаря. Это малоосвещенная часть этих событий. Послы группы друзей, они попросились на прием к Шеварднадзе, и они сказали, что развязывание широкомасштабного конфликта несовместимо с реализацией проекта Баку-Тбилиси-Джейхан. Что мы вас в этом деле не будем поддерживать, и надо это дело побыстрее заканчивать. Это в неформальное такое они сделали демарш, нам о нем стало известно. Тогда вот лорд Кипанидзе приехал, и буквально в кабинете у Ардзинба стали работать над этим документом. Вот. Там были в ходе переговоров был Ардзинба сам, лорд Кипанидзе, Джергения, Шамба, Зураб Лакербая был, и я был. В ходе переговоров даже так было, что по ВЧ звонил ныне покойный Авту Ясиляни, руководитель разведки Грузии. По ВЧ звонил, что вот там идут обстрелы, надо прекращать. Вот такая ситуация была накаленная. А результатом этих переговоров был создан текст, который был подписан на следующий день. Согласно документу, стороны обязались прекратить огонь и развести противостоящие формирования. Были также созданы специальные группы из представителей сторон, миссий военных наблюдателей ООН и КСПМ СНГ для обеспечения контроля за выполнением взятых сторонами обязательств. Также предусматривалось и создание условий по скорейшему возвращению мирного населения района, покинувшего его в результате боевых действий. По мнению Астамура Тания, ни миротворческие силы СНГ, ни военные наблюдатели ООН по наблюдению со своими задачами по разведению сил не справились. Даже военный наблюдатель главный генерал из Бангладеша, его звали Харун ар-Рашид, он уехал в отпуск во время этих событий. Но, видимо, они видели, что нарастает, видимо, связано было. Может быть, хотел как-то от ответственности уйти в этот сложный момент. Но вот 25 мая он срочно прилетел для подписания вот этого документа, потому что там он должен был ставить подпись. И я помню, Исаак Григорьевич встретил его строками из поэмы Лермонтова. «Бежал Харун быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла». Вот это известно, да. Потому что у него его Харун ар-Рашид звали, да. Был подписан Гаагский протокол, по которому грузинская сторона брала на себя ответственность вывода тех подразделений, которые она ввела, а абхазская сторона отводила дополнительные силы, которые были введены. Подписанное майское соглашение 98-го позволило продолжить переговорный процесс между абхазской и грузинской сторонами при посредничестве Российской Федерации. Однако у выступавшего в этой роли российского внешнеполитического ведомства появился конкурент в лице исполнительного секретаря СНГ Бориса Березовского. Вова себе на память. Видишь, сразу дальше сфотографировал.
В июне 1998-го «Коммерсант» писал о скандале между ведомствами. Челночная дипломатия Березовского была связана с предложением использовать курильскую модель для разрешения конфликта, то есть подписание мирного договора без упоминания политического статуса. Но в итоге этот план оказался неприемлем. Я уверен, что вы также заинтересованы, как и мы, в том, чтобы вопрос был решен. Любое неосторожное движение, любые обещания, которые не исполняются, вредят. Поэтому давайте дождемся результата. То, что мы едем в Тбилиси, это уже факт того, что мы продолжаем этот серьезнейший процесс. Вы знаете, самое консервативное ведомство среди всех ведомств, это, конечно, Министерство иностранных дел. Но я сегодня, как говорят хитрые дипломаты, выступаю со сдержанным оптимизмом. А если хотите, на самом деле, я убежден в том, что решение должно быть, а оно уже почти сформировано. Еще нужен один рывок в политической воле руководителей, сторон в конфликте. Я думаю, что есть возможность выйти на результат, который мы давно все ждем. Попов, фотографии хорошие. Я обнимаю представителя Грузии. Зафиксируйте это отдельно. Только если вы пиджак по-другому сделаете, будет лучше. В контексте грузино-абхазского мирного процесса Организации Объединенных Наций была инициирована идея о проведении встреч по укреплению мер доверия. Состоялись 3 основные конференции – в Афинах в 1998 году, в Стамбуле в 1999 и в Ялте в 2000 году. Эти узкие встречи – это фактически переговоры, которые ведутся по конкретным вопросам, решить какие-то конкретные вопросы. А это общие такие обсуждения, вопросы, которые представляют интерес для обеих сторон, имеют цель создания атмосферы для того, чтобы в узких кругах договориться. Дело в том, что нельзя сделать шаги вперед, нельзя прийти к решению этого конфликта, если общество не готово. И для того, чтобы общество было готово к этому, надо готовить общество к этому. Вот это и мы делаем. Встречи прошли у нас в Афинах в 1998 году, как раз после майских событий. Очень была полезная встреча, потому что тогда принимали всякие жесткие резолюции против абхазской стороны, там, обвинения в этнических чистках и так далее. Вот, это как после войны вот такое реанимация всей этой риторики происходила. И Бота предложил провести вот эту встречу. Ну, там Греция подключилась к этому процессу. И посол Греции сюда приезжал. Я помню, когда он к Владиславу Григорьевичу в кабинет зашел, Владислав Григорьевич его встретил строками из Илиады на древнегреческом языке. Он же учил древнегреческий язык, когда учился в институте востоковедения. Тот был приятно удивлен, наверное, меньше всего ожидал древнегреческий услышать. Ну вот эта встреча 1998 года, она как раз была посвящена разрядке этой ситуации, встреча по мерам доверия. Следующая прошла в 1999 году. Вот, в 1999 году в Стамбуле, потому что Турция тоже была заинтересована в какую-то роль сыграть, как региональная держава. У Украины появился интерес к проведению таких встреч. И в 2001 году прошла встреча в Ялте. Вот. Ну, тогда уже абхазскую делегацию Цукба возглавлял, а грузинскую Арсенишвили. Вот. У них прошла встреча с тогдашним президентом Украины Кучмой. Серия этих встреч, она была нацелена, с одной стороны, это дополнительная площадка для обсуждения каких-то вопросов вот, по текущей повестке. С другой стороны, она позволяла решать важные гуманитарные проблемы для обеих сторон. Вот, повышать транспарентность, что ли, ситуации.
В августе 1999 года по инициативе российского правительства состоялась поездка Владислава Ардзинба в Москву, где состоялась встреча с председателем российского правительства Сергеем Степашиным. В 10 часов утра я с моим представителем, я был у Степашина, мы обсуждали все вопросы, а в 5:30 мы уже были в другом составе, вместе с Анной Михайловичем Джургедия, вот, и вместе с Важилом Кипанидзе, по-моему, был посол Грузии в России. Вот. Мы там встречались. Накануне этих встреч мы неоднократно говорили о том, что вот отсутствие прогресса на грузино-абхазских переговорах целиком и полностью, конечно, зависит, сдерживается грузинской стороной, что мы, если бы двигались в духе, скажем, соглашения 1994 года, то уже давно пришли бы к каким-то очень существенным результатам. Если бы мы двигались в духе документа, который готовился в ночь с 12 на 13 июня 1997 года, мы уже находились в совершенно другом пространстве. Если бы грузинское руководство подписало тот документ, протокол, который готовили вместе с моим личным представителем, на который они давали согласие подписать, наверное, мы тоже, так сказать, уже имели бы другие результаты. И, в принципе, нами было показано, что какие бы изменения, которые грузинской стороной называются принципиальными и так далее, очень важными, какие бы изменения ни происходили, все равно документ не будет подписан, потому что грузинская сторона действует по одному простому принципу. Ну, как вы знаете, вопреки им, проблема беженцев решается. То есть на сегодняшний день можно констатировать, что большая часть людей уже в Гальский район вернулась. Если там было за 80 тысяч, сегодня около 60 тысяч, даже больше 60 тысяч, из них почти 30 зарегистрировано, значит, все же эта проблема уже решается. В то же самое время грузинская сторона не решает проблему отмены санкций. Вот. И это дает Грузии возможность иметь рычаг давления на Абхазию. Поэтому они особенно не торопятся с решением этого вопроса. Вот. Так что и встреча показала, что положение стоит таким же образом. Потому что нам предлагали какие-то там некоторые изменения в одну из формул, по которой грузинская сторона особенно упрямится. Мы эти изменения сказали, что мы готовы их подписать. А грузинская сторона, как обычно, и как и требовалось доказать, отказалась подписать, сказала, что ей надо неделю на размышление. Вот. Так что наглядно было показано, что проблема не в нас, а проблема состоит, собственно, в позиции грузинской стороны, которая всегда изыскивает какие-то способы для доказательства того, почему она не может подписать. То у них парламентские выборы, то у них потом предстоят президентские выборы. Но мы сказали, что у нас тоже проходят и парламентские, и президентские, и многие другие, но все же решать вопросы пока у руководства власти надо необходимо. Конституционный референдум был проведен в Абхазии в 1999 году. Около 98% населения проголосовало за принятую 26 ноября 1994 года Конституцию республики. После референдума правительство Абхазии приняло акт о государственной независимости Республики Абхазия. Документ стал важным законодательным этапом в процессе суверенизации республики. На это политическое событие отреагировал Совет Безопасности ООН. В одном из пунктов резолюции 1287 Совбеза от 31 января 2000 года отмечено, что Совет считает неприемлемым и незаконным проведение так называемых выборов и референдума в Абхазии. При этом обязательным пунктом резолюции Совета Безопасности ООН того периода, основанных на докладах Генсека, оставался вопрос о распределении конституционных полномочий между Тбилиси и Сухуми в рамках всеобъемлющего урегулирования при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. Напряженную ситуацию между сторонами не удалось разрядить в начале 2000-х и в последующие годы. Единственным позитивным событием того кризисного периода в документах Совета Безопасности ООН отмечался план урегулирования конфликта, разработанный в декабре 2001 года специальным представителем Генсека ООН Дитером Боденом. Но несмотря на многочисленные усилия ООН, этот документ даже не был принят к обсуждению сторонами. Абхазия приостановила свое участие в переговорном процессе из-за теракта грузинских бандформирований в 2001 году в Кадорском ущелье, когда был уничтожен вертолет с сотрудниками МООНГ на борту.
Политические связи между Сухумом и Москвой укрепились в связи с приходом к власти новой российской политической элиты. В начале 2003-го в качестве посредника в переговорном процессе вновь активизируется Россия. Кризис в переговорном процессе еще больше усугубился в августе 2006-го, когда грузинские вооруженные силы вновь вторглись в Кадорское ущелье. Политико-правовая ситуация на Южном Кавказе претерпела существенные изменения после признания независимости Абхазии и Южной Осетии Российской Федерации 26 августа 2008 года. Подробнее об этом в третьей части фильма.